Известный исламовед Аллен Франк в своей книге «Исламская историография и булгарская идентичность татар и башкир в России» пишет: одним из самых плодовитых историков начала XX века был Арифуллах Чукури, сын Мухаммада Али Чукури. С одной стороны, он был имамом и суфием Накшбандийского ордена, с другой, он был всецело вовлечен в интеллектуальную и политическую жизнь имперского российского общества. Какой вклад внес в интеллектуальную жизнь общества упомянутый Арифуллах Чукури, больше известный под своей официальной фамилией Кииков? Чем знаменательна его творческая деятельность и каково ее значение для башкирской культуры? Арифуллах или Гарифулла, как принято произносить это имя в Урало-Поволжье, Кииков, является знаковой фигурой периода пробуждения национального самосознания башкирского народа в конце XIX – начале XX века. Однако его имя было почти позабыто в советский период истории, в то время как творчество его отца, суфийского шейха, поэта и историографа Мухаммада Али Чукури все же упоминалось в антологиях башкирской литературы. По-настоящему имя Арифуллаха Киикова стало изучаться лишь в постперестроечное время. Филолог Минигалин Адыргулов в течение всей своей научной деятельности занимался изучением творчества башкирского просветителя, поэта и историографа Мухаммада Али Чукури и его сына Арифуллаха Киикова. Рукописное творчество последнего в буквальном смысле слова пришлось собирать по частям. Конкрет елында айта алмаймын инде. Достоевский урамында Нугаева Сәкинә деген апай яшәй торган инде, хәзер мәрхүм ул. Менә шул апайда нисектер уга нинди юллар менән барып сыкканымды ла хәзер бик хәтерләмәйм. Шул Сәкинә апай да Гарифулла Кииковтың, Гайры Сукурыйның бик күп кулъязмалары хаклана иде. Ул Нугаева ире фамилияһы буенча булһа, Киикова кыз фамилияһы буенча, шул Сәкинә апайдан күп кенә язмаларды алдым. Адак инде менә Черниковкала Нигъмәтуллина фамилиялы тагы бер апай ине яшәй ине. Улардан да күп кенә кулъязмаларды алып, менә уларның Нигъмәтуллин фамилияһы шул Кииковтар нәселенә булган Нигъмәтулла Кантон исеменә бәйле. Упомянутый Нигматулла Кииков был офицером и начальником 10-го башкирского кантона. Его отцом был известный башкирский старшина Шариф Кииков. Шариф Кииков – старшина Иректинской и Ганинской властей Осинской дороги Башкирии, Тархан, прапорщик, служил на Оренбургской пограничной линии, участвовал в польском походе 1771-1773 годов. Во время Пугачевщины остался верным Екатерине II и активно сражался против повстанцев, за что был награжден саблей и золотой медалью за службу и храбрость. Голландский исламовед Михаэль Кемпер в своей книге «Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане» писал: «Шариф бин Киик аль-Чукури принадлежал к старинному благородному роду. Его предок Майкы Би был военачальником у Чингисхана. После распада Монгольской империи Майкы Би служил у Джучи хана, и в последующие столетия семья находилась на государственной службе. Майкы Би – центральная фигура родословных Шижире и хроник Таварих башкир клана Табын, отождествляемая историками с эмиром Байку, который упоминается как один из сподвижников Чингисхана и его преемников в собрании летописей персидского историка XIV века Рашид ад-Дина. Арифуллах Кииков приходился праправнуком Шарифу Киикову и являлся потомком Майкы-Бия в 20-м поколении. Арифулла Кииков, сын великого башкирского поэта Мухаммада Али Чукури, был выходцем из башкирской элиты, причем как из элиты в классовом отношении. Он был потомком биев,
так и в отношении религиозно-интеллектуальном. То есть многие поколения его предков, как с отцовской стороны, так и с материнской, были имамами, то есть людьми науки, суфийскими шейхами, то есть просвещенными в плане мистического познания Бога людьми. И происходил он из рода Карат-Абын, который, по всей видимости, имел глубокую традицию историографирования собственного прошлого. Если обратиться к материнской линии происхождения Арифуллаха Киикова, то его матерью была женщина по имени Марфуга, дочь имама деревни Шигаева Мензелинского уезда Мевлеви Джалаладдина ибн Бурхан-ад-Дина. По матери Марфуга, дочь Джалаладдина, происходила из башкирского рода Байлар и приходилась потомкам к знаменитому и очень часто упоминавшемуся в булгаристской историографии того времени предводителю этого клана Бекчурахану. По этой линии наблюдается не близкое, но все-таки родство между Арифуллахом Кииковым и другим великим историографом и суфийским деятелем Башкортостана Мухаммадом Мурадом Рамзи аль-Мензелеви. Арифуллах Кииков родился в апреле 1861 года в деревне Старо-Чукурово Бирского уезда Оренбургской губернии, ныне Татышлинского района Республики Башкортостан. Жители селения были представителями башкирского рода Ирикте или Карат-Абын, переселившимися на северо-запад Башкирии с берегов реки Миас в Зауралье еще в 15 веке. Сохранился тарханный ярлык казанского хана Сахиб-Гирея, выданный предкам Кииковых в 1523 году. Огромный исторический бэкграунд семьи, особенно харизматичная личность отца, шейха и поэта Мухаммада Али Чукури, не могли не повлиять на становление молодого Арифуллаха. По всей видимости, он воспитывался в атмосфере историописания, в атмосфере суфийского литературного творчества, потому что из многих текстов самого Мухаммада Али Чукури, прежде всего из его книги «Китаб аль-Асма» и в меньшей степени из его большой поэмы «Алям и Хади», мы видим, что эти тексты были посвящены его сыновьям и были предназначены прежде всего для изучения изящной словесности, изучения местной истории и приобщения к религиозным ценностям через стихи. То есть мы видим, что сам будущий поэт и историограф, он воспитывался в атмосфере любви к писанному слову, любви к изящной словесности, в атмосфере, где в равной степени использовались арабские, тюркские, персидские языки, и в атмосфере таких утонченных интеллектуальных занятий. Арифуллах прошел курс обучения в медресе своего отца, затем продолжил учебу в Апанаевском медресе города Казани. Оттуда он был призван на военную службу, которая проходила в Харькове. Неся военную службу в Харькове в качестве военного фельдшера, для этого требовалось остаться на 1 год сверхсрочной службы. У него было достаточно много времени для чтения Корана, выполнения мусульманских религиозных обрядов и, более того, даже для самостоятельного научного, скажем так, и литературного творчества. Именно неся в службу в армии в 1885 году Арифуллах Кииков объединил разрозненные записи своего отца, посвященные булгарской истории и критике булгаристской историографии более раннего времени, и составил из них сочинение «Таварих и Булгария Яки Тахари Байгари», то есть «Булгарская история» или «Булгарские хроники» или «Приближение Али Гари». Завершив военную службу в 1889 году, Арифуллах хотел было продолжить учебу, но смерть отца нарушила планы. Он вернулся домой, чтобы заняться упорядочением хозяйства, рукописей и книг своего родителя. В том же году, согласно установленному порядку, он обратился к царю Александру III с просьбой выдержать экзамен в знании правил магометанской религии для занятия духовной должности в каком-либо приходе. Экзамен был успешно сдан, и в 1891 году вышел указ императора об определении имамом в деревню Курдымово на усмотрение паствы одного из 2 предложенных кандидатов. Выбор пал на Арифуллаха. Согласно желанию прихожан Курдымовской соборной мечети башкир деревни Старо-Чукуровой
Гарифуллу Киикова, как удовлетворяющего всем требованиям закона, определить к означенной мечети имамом и выдать ему на это звание указ. Село Старый Курдым Татышлинского района Башкортостана находится примерно в 30 километрах от Старочукурова, родного аула Арифуллаха Киикова. Его населяют представители двух башкирских кланов – Иректы и Гирей. По примеру отца, Арифуллах открыл в Курдыме собственное медресе, для работы в котором пригласил молодых учителей. При училище имелись общежитие и библиотека. Учебный процесс в курдымовском медресе был построен на основе нового метода, то есть имелось четкое расписание, разделение по классам соответствующими им предметами, в том числе светскими. Курдымовское медресе пользовалось популярностью среди населения, чему немало способствовала личность его руководителя, попутно занимавшегося врачебной практикой благодаря своей прежней фельдшерской подготовке. В 1893 году курдымовский имам отправился в паломничество, хадж, к святым местам. Там он встретился с шейхом Ибрахимом Аль-Газнави, который был преемником шейха Мухаммада Масхара Аль-Фаруки, духовного наставника, муршида, его собственного отца. Сам Мухаммад Масхар был потомком шейха Ахмада Сирхинди. Ахмад Аль-Фаруки Сирхинди – ханафитский правовед, факих, суфийский шейх, имевший почетные прозвища имам Раббани, божественный имам, и Муджадид Аль-Фисани, обновитель второго тысячелетия, который он получил за свою деятельность по сохранению правоверия на территории Индостана в период правления шаха Акбара. Он является эпонимом суфийского братства Накшбандия Муджадидия. Поскольку Али Чукури был мюридом шейха Мухаммада Масхара, то, следуя примеру отца, Арифуллах стал мюридом его преемника Ибрахима Аль-Газнави. Мы видим, что он происходил из Газни на территории Афганистана, однако постоянно проживал и вел суфийское наставничество в Мекке. Сохранилась переписка достаточно обширная письма достаточно многочисленные от Ибрахима Аль-Газнави к Мухаммаду Арифуллаху, как он его называет. Эти письма на арабском языке, они хранятся в музее Али Чукури в деревне Старочукурово. Там же, по всей видимости, Арифуллах Кииков познакомился с проживавшим в Святой Земле другим выдающимся суфийским деятелем Мухаммадом Мурадом Рамзи Аль-Мензелеви. Мурад Рамзи Аль-Мензелеви, 1855-1934, богослов, суфийский шейх, историк, происходивший из башкир рода Байлар Мензелинского уезда Оренбургской губернии. Перевел с персидского языка на арабский сборник посланий «Мактубат» шейха Ахмада Сирхинди. Сохранилось два письма от Мурада Рамзи к Арифуллаху Киикову, написанных в начале 1900-х годов. В первом он извиняется за то, что не включил в свой справочник ныне живущих актуальных суфийских шейхов его родного отца Мухаммада Али Чукури, потому что не знал о том, что тот имеет право на духовное наставничество. Во втором он вежливо справляется о делах Арифуллаха Киикова и сообщает, что отправил ему в качестве дара и в качестве памяти о встрече на Святой Земле некоторое количество благовоний. И самое главное, что привез из Святой Земли Арифуллах Кииков, он привез письменное разрешение на суфийское наставничество, на титул, на пост, скажем так, на положение шейха тариката Накшбандия Муджадидия Масхария от Ибрахима Аль-Газнави. В 1896 году, уже будучи в звании шейха, Арифуллах Кииков публикует в Казани скромную по объему книгу «Аурат аль-Арифан» – «Духовные задания познавших» с изложением вирдов, то есть обязанностей, членов тариката Накшбандия Муджадидия, а также цепочки духовной преемственности его шейхов, ведущей через Мухаммада Масхара к нему самому. То есть, опять же, будучи достаточно молодым человеком, в
1893 году ему было 32, в 1996 ему было 35. Человек получил признание своего совершенства в мистических науках, признание своего достоинства шейха и занялся публикацией сочинений суфийской тематики. То есть это, опять же, свидетельство того, что это был поистине амбициозный и талантливый человек. По прибытии из хаджа с титулом шейха Арифуллах удостоился на родине звания ахунда, то есть исламского вероучителя. При этом он всегда занимал независимую позицию к власти придержащей. Так, в 1895 году на имя уфимского губернатора поступил рапорт Бирского уездного исправника о том, что решение властей о недопуске к обращению среди мусульман двух книг на арабском и турецком языках было проигнорировано, поскольку духовные лица магометан Верхнетатышлинской волости Бирского уезда, приходов Курдымского Ахун Гарифулла Кииков, Старочукуровского имам Ахунзян Кииков, Верхнетатышлинского Рамазан Тухватуллин, Староказанчинского Ахмед Гали Абдулханнанов, Зеремзинского имам Рахимзян Загидулин, хотя и получили приказы, но от дачи подписок в получении таковых отказались, объяснив, что задачу подписок общество будет ругать их. В свободное от пасторской, административно-преподавательской и врачебной деятельности время Арифуллах Кииков занимался литературной деятельностью. Например, писал стихи суфийского содержания, которые декламировались его мюридами во время родений. Как мударриса, то есть заведующего медресе, его интересовал вопрос воспитания подрастающего поколения. Поэтому он составляет сборник «Диван ас-Сибиян» – собрание текстов для детей, являвшееся пособием для лучшего усвоения арабского алфавита, норм языка тюрки, а также нравственных максим ислама, адабов, то есть правил поведения в отношениях с родителями и в других жизненных ситуациях. Не случайно Арифуллаха Киикова считают основоположником детской литературы Башкортостана. Благоговея перед личностью отца, Арифуллах Кииков посвящает ему агеографическое сочинение «Айн-ар-Риза» – «Источник довольства». 1900 елда оның бір китабы дөнья күрә, «Айн-ар-Риза» яки Күрдемдәге Хәдрәт Чишмәһе дигән исем менән. Ул китап Гарифулла Кииков үзенең атаһы Гали Сукрыйның тормышына, эшмәкәрлегенә арнай. Был китап хәзерге белгечләр өчен, галимдар өчен, Гали Сукрыйның иҗадын, эшмәкәрлеген өйрәнгән кешеләр өчен искитмәле күп мәгълүмат хаклай. Это сочинение, с одной стороны, представляет подробное изложение мистических и религиозных достоинств отца, то есть Мухаммада Али Чукури, а с другой стороны, оно содержит очень подробное разъяснение и описание тех суфийских ритуалов и тех текстов, которые им практиковались во время зикров, во время суфийских собраний в деревне Старый Курдым. Это очень важный источник по суфийской истории региона. В конце 19-го, начале 20 века башкирский народ переживает этап формирования нации со всеми полагающимися ей атрибутами в виде национального языка, литературы, истории. Первые попытки научного изложения прошлого народа предпринимались в конце 19 века Мухаммед Салимом Умедбаевым. В 1907 году шейх Мурат Рамзи издает свой труд «Талфик ал-Ахбар», в котором также уделяет место истории башкир. В 1912 году увидела свет книга муллы Мунира Хадиева «История башкир». Она считается первым опытом национальной истории. Однако, как выясняется, подобную попытку предпринимал до него Арифуллах Кииков, если судить по названию его сочинения «Таварихи Башкордиан ва Ансаб и Иряктавиан. История башкир и генеалогия иректинцев». К сожалению, оно сохранилось фрагментарно и не было издано. Гарифулла Кииковты башкорт тарихы буенча, башкорт халкының тарихын язу буенча тәүге адам яһаусыларның бере дип атарга мөмкин. Менә күпмеләр кимәлдә бит инде Мөхәммәд Сәлим Баев та был эшкә тотынып куйган, ләкин халыктың тотышлай башкорттың тарихы
Иң беренче булып мына шул Гарифулла Киевтің язмаһында кузгатыла. Адак инде Мөнир Хазыев 1912 елда Башкорт тарихы дигән китабы басылып чыга бит инде. 17 елда Риза Фәхретдиновтың улы Габдрахман Фәхретдиновтың Башкорт тарихы буенча китабы дөнья күрә. Ләкин кулъязма хәлендә калһа, мына ошо өлкәләге эшмәкәрлекте башлап ебәрүче ул Гарифулла Кииков. При написании своих работ Арифуллах Кииков использовал широкий круг источников. Разумеется, произведения арабских и персидских историков и географов. Кроме того, он предпринимал археографические экспедиции в разные уголки Башкирии, где собирал рукописи, предания, артефакты различных эпох. При написании своих работ Арифуллах Кииков неизбежно должен был столкнуться с конфликтом между историей своего славного клана, верой и правдой служившего монгольским ханам, а затем русским царям, с формирующимся национальным историческим нарративом, в котором башкиры предстают как мятежный, свободолюбивый народ, неоднократно поднимавший восстания как против ханов, так и против царей. И Арифуллах Кииков преодолевает этот конфликт, переступая через сословный снобизм и делая выбор в пользу национальной истории. Его перу принадлежит стихотворение, посвященное сабле, подарку Екатерины II его прапрадеду Шарифу Киикову, в котором он упрекает его за службу империи в ущерб собственному народу. Что оставил ты своим обездоленным потомкам, кроме этой сабли? Гарифулла Кииковтың ана шул Санкт-Петербургта Шәриф бабайымның кылысына тигән шигыре хаклана. Мына был кылыс карап инде картатаһына карата үзенең тәнкыйть сүзләрен әйтә. Мына һин нигә өндәшмәйһең ди был кылыс кайта инде. Һин бит айгырдар акыртып ошо кылыс менән күпме башкорттың башын кыйдың ди. Һәм мына шуга карата инде үзенең үпкә сүзләрен белдерә. В 1909 году редактор популярного журнала «Шура» Риза ад-Дин Фахретдинов пригласил Арифуллаха Киикова принять участие в дискуссии по языку. Риза ад-Дин Фахретдинов – богослов, историк, муфтий Цдум в 1922-36 годах. Происходил из башкир рода Юрми, Бугульминского уезда Самарской губернии. Это был момент, когда начали складываться и осознавать себя модерновые общности, то есть когда народы, сословные группы и так далее, население начали осознавать свое единство, как политическое, так и территориальное и языковое, и когда встал вопрос о контурах этих общностей, территориальных, этнических, языковых и религиозных. И одним из принципиальных вопросов в этот момент был вопрос о том, каким должен быть литературный язык российских мусульман, так называемых мусульман внутренней России, которые именовались одними деятелями тюрками, другими деятелями тюрко-татарами, а третьими деятелями рассматривались как группа разных народов с разным происхождением и разными интересами – башкир, мишари и так далее. В своей статье «Соревнования по языку» Арифуллах Кииков, не говоря напрямую, впервые выражает претензию башкир на собственный национальный язык. Наш башкирский народ – скромный народ, в то же время очень способный к учебе. В студенческие годы я начал было составлять его историю, делая переводы из русских сочинений. Зная, что казанцы будут издеваться над моими текстами, написанными на чистом башкирском языке, я не отдал их в печать. Башкорттардан иң беренче булып Арифулла Кииков мына бул дискуссияга кушылып, башкорт теле бик бай тел, ул телдә теләһәнендәй уйды, теләһәнендәй фикерде, теләһәнендәй хис туйгыны белдереп була, һәм безнең яшьләр үзенең туган телен онытмаһын ине, хәзерге хәтта шул заманда кайбер яшьләрнең туган телен оныта баруына борсылып, ана шул мәкалә әйтеп китә инде. Ягъни Гарифулла Кииков иң беренче булып башкорт теленең мәнфәгатьләрен яклап чыгыш ясаган кеше.
Арифуллах Кииков ощущал вот эту вот разницу между тюрки, на котором он писал сам, который был письменным языком башкир, и новым языком буржуазной, модернизирующейся, амбициозной в этом плане Казани. То есть он видел вот это вот отчуждение, он видел языковой снобизм казанских печатников и казанских интеллектуалов и прямо заявлял о своем несогласии с такого рода подходом, с такого рода языковой позицией. И, соответственно, исходя из общего тона этого материала, исходя из общего самого того заявления, что Арифуллах Кииков заявлял, что он пишет «Таш башкирча», чисто на башкирском, Арифуллах Кииков считается одним из первых деятелей, который заявил о существовании и о необходимости для существования особого башкирского литературно-письменного языка. Наступил 1917 год, а вслед за ним в Башкирию пришла гражданская война, чтобы собрать свою кровавую жатву. Отряды Красной гвардии громили церкви и мечети, реквизировали продовольствие, терроризировали население. Осенью 1918 года жертвой этих бесчинств стал мирный содержатель медресе, боготворимый своей паствой, поэт и праведный шейх Арифуллах бин Мухаммад Али Кииков, зарубленный саблей красноармейца. Как говорилось в начале программы, имя Арифуллаха Киикова пребывало в забвении весь советский период истории. Тому причиной было то, что он жил непосредственно перед революцией и трагически погиб в 1918 году. Его творчество таким образом не успело получить оценку при жизни автора из-за начавшейся гражданской войны. Поэтому оно открывалось даже не заново, а можно сказать впервые. Ален Франк назвал Арифуллаха Киикова промежуточной личностью, потому что тот жил на стыке двух эпох. Его наследие ярко демонстрирует переход от традиции к модерну, в котором, как полагал шейх, ценности ислама, башкирский язык и культура могут и должны найти свое место.